Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Наше общество очень политизировано. Так утверждают очень многие, и спорить с этим, пожалуй, не приходится. Политизированы не только взрослые разных возрастов, но даже дети, которые ходят в школу. Возможно, они вместе с родителями дома обсуждают, что происходит в стране, кто из политиков какое заявление делал. И с одной стороны, вроде как бы это и не так плохо для развития нормального демократического общества. Но нам сегодня хочется поговорить о том, почему в нашем обществе очень много агрессии, оскорблений. В комментариях, в социальных сетях люди могут себе позволить очень уничижительные какие-то комментарии делать. И неважно, в адрес обычного гражданина, который просто свое мнение написал, либо в адрес какого-то политика, лидера партии. Почему это происходит? Почему человеку надобно продемонстрировать свою агрессию? О чем это говорит? Являются ли это какими-то звоночками для общества? Нужно ли нам концентрировать свое внимание на этом? Нужно ли это обсуждать? Вот мы сегодня пригласили в гости в студию нашего проекта специалиста. Безусловно, это эксперт, это практикующий педагог и психолог, и мы будем говорить об этом. Почему человеку нужно выплескивать свою агрессию? И чем это чревато для нашего общества? Мы же все с вами хотим жить в здоровом обществе. Друзья, нам кажется, что сегодня будет интересная дискуссия. Предлагаем вам оставаться на нашем канале и подписаться, если вы это еще не сделали, порекомендовать своим друзьям, если наши дискуссии вам уже успели понравиться. И, безусловно, ставьте лайки. Пожалуйста, нам они помогают продвигать проект. И еще одно напоминание, мы есть во всех социальных сетях. Смотрите нас там, где вам удобно. Через несколько секунд я, Екатерина Жекова и Елена Карамид возвращаемся в студию и начинаем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии нашего проекта преподаватель психологии Камрадского государственного университета Людмила Ибришим. Людмила Ибришим, преподаватель психологии Камрадского государственного университета. С 1994 по 1996 годы воспитатель детского сада села Чокмайдан. С 1996 по 2005 годы заведующая кафедрой педагогики Камрадского государственного университета. С 2005 года по настоящее время преподаватель кафедры педагогики и психологии Камрадского государственного университета. С 2017 по 2019 годы декан факультета национальной культуры Камрадского университета. Соавтор 3 методических пособий и автор более 20 статей в области педагогики и психологии. С 2013 по 2019 годы прошла стажировку в Турции, Литве, Австрии, Италии, Испании. Образование. Лицензиат по дошкольной педагогике и психологии в Тираспольском государственном университете имени Тараса Шевченко. Мастерат по психологии в Улиме. Докторантура по социальной психологии в Улим. Людмила Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Вы уже около 30 лет преподаете в Камрадском государственном университете. За все эти годы изменилось ли отношение у молодежи к получению высшего образования? Поднимаете очень интересную тему, на самом деле, для нашего маленького региона. Говорить о том, как относятся наши студенты к образованию, очень важно. Знаете, будучи преподавателем и прекрасно относясь к своей профессии, к работе, могу сказать, что у нас всегда прекрасные студенты. Вы знаете, мы на кафедре педагогики и психологии готовим педагогов. И за тем, чтобы стать педагогом или получить такую специальность, правда, приходят энтузиасты. Я, когда говорю со школьниками в школе, всегда говорю им, что не стесняйтесь, если вам в детстве хотелось быть учителем, не стесняйтесь своей мечты, потому что это очень чистая и важная мечта. Мечтать быть учителем может быть только человек, который чувствует в себе ресурсы и силы за тем, чтобы им стать. Я выросла в педагогической семье и знаю, насколько достойна эта профессия быть учителем. И правда, что к нам в последнее время приходят
так же, как и в начале, приходят большие энтузиасты. Приходят их, конечно, не так много, но тем не менее это приходят люди, дети, я их называю, которые хотят стать учителями. И вы знаете, сейчас в школах нашего региона очень много наших выпускников. Правда, очень много, и когда я вижу их успехи, я очень горжусь. А вот выпускников много, а в то же время мы видим какую-то статистику, что на педагогические специальности меньше всего идут выпускники школ Гагаузии. Так, нет? И Да, как отслеживаете этот процесс или как объясняете? Я об этом уже и сказала. Педагоги Ну, нужны, вы знаете, что какое-то время вообще имидж педагога в обществе падал так уверенно, падал все ниже и ниже. Тем не менее, школы у нас есть, ученики у нас есть, значит, и учителя у нас должны быть. Почему меньше? Ну, вы сами понимаете, что в семьях, в обществе очень много обсуждают вопрос о том, что нужно выбирать профессию, нужно выбирать специальность, которая престижная, которая финансово обеспечит жизнь человека. Да. Хотя мы знаем, что сегодня в бюджетной сфере педагогическая профессия достаточно неплохо оплачивается. Но здесь, знаете, мне кажется, что здесь больше вопрос... Это говорят два педагога, что достаточно неплохо оплачивается. Потянули я профессию, вы знаете, потому что очень многие дети сталкиваются с тем, что учителя тяжело работают. В смысле? В смысле, учительская профессия, она достаточно стрессогенна. Ну, да. Общаться с молодежью, общаться долго, проводить в день 6 уроков, понимаете, что это достаточно большая нагрузка. И очень многие дети наблюдательные, они понимают, что это достаточно сложный труд. И потому не выбирают. Затем, чтобы выбрать эту профессию, они думают по нескольку раз. Но тем не менее, знаете, я хочу сказать, что приходят к нам именно те, которые хотят стать педагогами. Особенно, я могу сказать про нашу специальность педагогика начального образования и дошкольная педагогика. У нас двойная специальность, чем она мне очень нравится, потому что человек за время обучения 4 года может выбрать, что ему ближе, детский сад или школа. И то, и другое очень ответственно. Но человек может почувствовать в себе силы, что да, я для детского сада. И часто и меня спрашивают: Людмила Юрьевна, как вы думаете, что мне больше подойдет, детский сад или школа? И правда, уже к 4-му курсу по человеку видно, вот да, этот человек больше для школы, потому что такой более организованный, более системный. Или же это человек для детского сада, он более веселый, да, более такой жизнерадостный. Да. Хотя для любого учителя это важно. Вы говорили о том, что, возможно, люди, молодежь, думает о том, потянут ли они эту специальность или нет. Вообще, сегодня очень часто говорят учителя и жалуются на то, что заинтересовать современных детей очень сложно на уроке. Очень сложно. Вы, как психолог, какие советы можете дать педагогам для того, чтобы облегчить этот процесс в школе? Вы знаете, да, правда, в то время, как случился у нас 21 век, очень часто говорят о том, что дети находят источники информации, дети находят динамичные, яркие, красивые вещи, которые приносят им информацию, порой другую, чем в школе, порой шире, чем в школе, интереснее, чем в школе, ярче, чем в школе. И у учителя серьезная задача на самом деле. Но, вы знаете, я много лет все-таки склонялась к тому, и теперь уверена абсолютно в том, что учитель привлекает ученика тем, что он человек, тем, что он тоже любознателен, тем, что он интересуется тем, что он делает. В начальных классах это в особенности. Это должен быть добрый человек, открытый человек, человек, который умеет строить коммуникации. И тогда ученикам он очень ценен. Ученики тянутся к таким учителям. Знаете, очень часто сегодня вот в нашем этом динамичном мире информация становится во главу угла школы. Нет, не информация, а человеческие отношения. Вот когда учитель умеет выстроить человеческие отношения с учениками, то они, правда, с открытым сердцем приходят на уроки и знают, что здесь нет опасности. А вот заинтересовало вот такое. А для того, чтобы случилось это, да, что человек должен быть сначала человеком, да, потом педагогическое образование и дальше уже работа. Есть какой-то по отбору абитуриентов, есть какой-то, я не знаю, тест, который определяет, вот этот человек в силу своего психотипа, скажем, да, он сможет заниматься педагогической деятельностью, а вот этот нет.
На самом деле в нашем университете отборов нет сегодня, вы знаете. Мы принимаем студентов по результату бакалавриата, но остаются в педагогической профессии только те, вы знаете, это такая сфера, которую нельзя насильно тянуть. В ней остаются только те, кто могут, кто понимают. Да, нет необходимости в таком тесте, скажем. В принципе, может быть, он и есть. Но в нашей системе образования его не существует. В Финляндии, например, это есть. В Финляндии даже после окончания университета педагогу дают определенный срок, определенную возможность поработать. Чтобы и выявить. если и он сам чувствует, что это не его, ему государство дает возможность бесплатно получить второе образование. Возможно, для нашей страны это хороший пример, и нам тоже стоит задуматься. То есть если человек понимает, что другая специальность возможна, в ней он проявит себя лучше, то он может уйти спокойно. Ну и еще один вопрос, касающийся образования, потому что мы хотим сегодня говорить больше не об образовании университетском, либо школьном, мы больше хотим поговорить о том, и об этом делали анонс передачи, да, что такое стресс для человека, как с этим бороться, почему это происходит в нашем обществе, насколько это чревато. Но еще один вопрос такой. Родители, просто если нас смотрят сейчас родители, они не простят, возможно, если не зададим этот вопрос. Родители очень часто жалуются на то, что невозможно детей заставить дома делать уроки. Учителя звонят родителям, что занимайтесь своими детьми, потому что они ведут себя неподобающим образом на уроках, сложно, приход неподготовленный. И вот это казалось, как родителям навести мосты со своими детьми так, чтобы вот этот вопрос, отцы и дети, надо учиться, потому что это тоже работа, пока ты учишься, а мама с папой ходят на работу для того, чтобы ты жил хорошо, учился достойно. Как наладить вот эти отношения? И есть ли вообще такая проблема сегодня? Ой, само собой, разумеется, что такая проблема есть. На самом деле, вы знаете, эта проблема есть не только в нашей стране, она есть во всем мире. И очень многие государства, государственные институты в мире решили, что, в частности, в Польше на данный момент точно скажу, что домашних заданий нет, их отменили. Потому что, знаете, я была бы за. Вот в пандемию эта проблема оголилась очень сильно, когда родителям приходилось выполнять функцию учителя дома. И любой психолог, детский психолог в частности, вам скажет, что это нарушает детско-родительские отношения, когда родитель выступает в качестве учителя. Потому что у родителей есть масса других задач по отношению к своему ребенку. Ему его нужно воспитывать, ему нужно его обеспечивать и много чего другое. И вообще родительско-детские отношения, они не сводятся к тому, чтобы обучать. Потому что обучать учатся учителя, они знают методики, как учить. Родители часто не знают и имеют право не знать, как учить. Поэтому вот это в нашей системе образования частенько что-то перекладывается на родителя, что в принципе... тогда вопрос, простите, перебила, зачем же тогда учителя говорят родителям, поработайте со своим ребенком, там, может быть, дополнительные занятия какие-то ему нужны, еще что-то. То есть это потому, что педагоги не знают о том, что это травмирует родительско-детские отношения? Давайте-ка я скажу все-таки, что учитель хочет, чтобы у ученика были еще более хорошие результаты в учебе. То есть на самом деле, знаете, я на курсах учителям часто говорю, какая основная цель школы, давайте подумаем. Цель школы вообще социализировать. Что вы говорите? Да, просто учителя очень часто... Но если бы не было экзаменов, наверное, учителя работали бы на то, чтобы социализировать. Да. Но экзамены очень часто учителя акцентируются на качестве знаний ученика. Хотя мы знаем, сегодня очень часто эти знания не очень функциональны. Проблема во всем мире, знания не очень функциональны. Важно человеку, который пришел в школу. Я студентам всегда говорю, школа – это маленький социум, такой микросоциум, где ребенок тренируется быть человеком. Он есть человек, но он тренируется межличностным коммуникациям, он тренируется получать информацию, он тренируется общаться с учителями, а это люди другого поколения. Он тренируется вообще отвечать за себя, ставить перед собой задачи и цели. Он тренируется много чему другому, что на самом деле первостепенно для социализации, для жизни. Ну и попутно он получает знания. Учителя же, понимая, что ребенку приходится сдавать экзамен, вот эти знания ставят во главу угла. То есть здесь есть некоторое противоречие, разрешение которого общая задача. Задача нашего общества вообще.
Да, но, скорее всего, это так Все и течет есть. и все меняется. Но Да. интересно, вот за эти 30... То, о чем вы сейчас говорите, что основная задача школы — социализировать, помочь этому. Такая задача стояла перед школой Всегда. и 20 лет назад, и 30? Да. Да. Но, к сожалению, это действительно я так. Это так и задумалась должно сейчас. быть, скорее всего. Но вернемся к тому, что существуют экзамены и в начальной школе, существуют экзамены и в старших классах. К ним учитель должен подготовить детей, и поэтому, как вы говорите, на первый план становится его академическая успеваемость, и, возможно, где-то на второй план уходят те вещи, о которых вы сейчас говорили. Но если мы вернемся к детям помладше, вот очень часто можно услышать, родители говорят о том, что дети сегодня в мире, когда у них есть огромное количество возможностей, работают всевозможные кружки не только в городах, но и в селах. У детей есть игрушек столько, сколько, наверное, в 90-е не было в магазине каком-то, но дети по-прежнему жалуются на то, что им скучно. Как вы это объясняете и что посоветуете родителям? Не по-прежнему. На самом деле дети наших поколений никогда не скучали, вы знаете. Ну, сравнивать нельзя наше поколение детей Сравнивать и нет сегодняшних детей. смысла. У нас Нет не было смысла. вот этого, как Да. минимум, в руках. Да. И было очень много сельской работы для тех детей, кто родился и жил в селе. Да, была И это был работа, труд. но еще и были игры. Да, на Были улице, на свежем игры, которые воздухе. были связаны с другими детьми. Видите, на самом Абсолютно деле, верно. игра на улице это была вот такой вот очень социализирующей вещью, потому что там были дети разного возраста, там были Разных разные характеров. тематики, дети из разных семей, дети с разным уровнем развития, да. И вот это вот межличностные коммуникации, найти общий язык с детьми на улице, это такая крутая задача, которая делала человека очень жизнеспособным, очень адаптивным, то есть он, получая эти навыки, потом и в школе хорошо ладил с детьми. Дети сейчас скучают, это абсолютная правда, они часто скучают, декларируют это своим родителям, которые должны их развлечь. Проблема в том, что на самом деле дети не имеют навыков межличностных коммуникаций, чтобы выходить на улицу и играть с другими. Эта практика отмирает. Что интересно. Есть практика телефон, да? Это сегодня один из главных партнеров ребенка. И Проблема или партнер? Давайте скажем, я не хочу из этого делать проблему. Реальность нельзя делать проблемой. Телефон, интернет – это все реальность. И если такая реальность, то важно понимать, что относительно этого есть заморочки, где можно развиваться. Да? Да. Родителям важно прочувствовать, где, если есть какой-то конкретный интерес, потому что в телефоне тоже есть интерес. Ребенок интересуется природой или динозаврами, или робототехникой, или какой-то конкретной вещью, да. И это, тоже безусловно, ниточка, полезно это для- ниточка туда, где можно еще что-то развить, да, в социуме дальше. То есть через телефон можно попасть еще куда-нибудь. Главное, чтобы телефон не был главным тупиком. Вот. А как Я вот эти сел, здоровые границы все-таки родителям построить, установить у себя Или нащупать дома? хотя бы. Да. Ну, смотрите, здесь родителю важно быть самому достаточно грамотным, чтобы понимать, как он может отслеживать и контролировать. Вопрос контроля телефона, если это младший школьник, обязателен. Если это подросток, увы, обязательно. Родительский контроль – это то, чему нужно учить родителей. Затем, чтобы родители знали, ну, по крайней мере, были в курсе, чем интересуется их ребенок, где он бывает, и чтобы, это еще вопрос безопасности. То есть понимать, с кем общается ребенок. Ну, здесь еще один вопрос. Есть ли достаточно контактов у семьи с ребенком, чтобы обсуждать то, что он в телефоне делает, или то, с чем он столкнулся в телефоне, потому что... Можно еще один вопрос? Я думаю, что тоже для наших зрителей это будет очень интересно. Ребенок, которому год, 2, 3, очень часто дети сейчас смотрят мультфильмы и смотрят их не по 5 минут, как было в нашем детстве, а подолгу. Как это отражается на ребенке? Вредит ли это его психологическому здоровью? Это тоже неизбежность, но вопрос нормированности тут важен. Дело в том, что родители иногда очень радуют, когда ребенок отвлекается на телефон и не морочит голову. Так можно сказать, да, молчит, да, занят. Но я знаю, опять-таки, сегодня очень много продвинутых родителей, которые понимают важность заниматься с ребенком. Понимают, что кроме телефона есть очень много вещей, хотя вот этому маленькому ребенку до года и после года телефон вообще не показан.
То есть это такая вещь, вот родители иногда говорят, ну там же есть развивательные штучки такие, можно посмотреть. Да, они есть, но у ребенка, если есть родители, то это главное. Да? Вы знаете, что сегодня очень много детей имеют дефекты речи или поздно запускаемую речь. А с чем это не тема нашей дискуссии сегодня, но это очень часто связано с отсутствием живых коммуникаций. Ребенок научается говорить не от того, что слышит речь в телефоне, а от того, что он видит реального человека, имеющего речевой аппарат, который функционирует. И у нас у всех мы рождаемся с зеркальными нейронами, да? Научение языку происходит через визуал, да? То есть ребенок видит говорящего родителя, начинает осознавать обращенную к нему речь и таким образом начинает. То есть, развиваться. дорогие родители, хотите, чтобы у ваших детей не было дефектов речи, говорите со своими детьми. Задержки в речевом развитии. И чтобы задержек не было в речевом развитии, говорите со своими детьми. В общем-то, вот эта штука, которая называется телефон, и которая может на все случаи жизни там увлечь ребенка, это не совсем правильно, говорит нам. Людмила Юрьевна, я тут вспомнила, что вы совсем недавно защищали диссертацию. А какая тема вашей диссертации? Ой, тяжелая тема моей диссертации. Я исследовала социальное представление людей, живущих в нашем обществе, о насилии в семье и об особенностях супружеских отношений. О, интересно. Очень интересно. Давайте самое главное, что имеет место быть насилие настолько, что о нем надо говорить и бить в набат. Я сейчас говорю о нашем гагаузском обществе, если вы брали в исследование и гагаузское общество в том числе. Да, я исследовала юг Молдавии. На самом деле, ну, кроме того, я очень много литературы анализировала и поняла, что проблема не наша, проблема общечеловеческая на данный момент времени. Проблема агрессии – это проблема, которую вы задели, да? Проблема неспособности контролировать свой гнев и проблема, что именно в микросоциуме легче всего свой гнев выразить. То есть в семье? Конечно, да. А почему легче? Потому что в семье на самом деле, давайте опишу простую ситуацию. Человек работает в какой-то крупной корпорации или где-то на работе, да, его обидел начальник. На начальника чаще всего свою агрессию не выльешь. Да? Что делает человек? Мужчина или женщина, кстати, не имеет значения. Он идет домой, там есть партнер, который совсем рядом, совсем близко, да? То есть границы личные гораздо меньше, чем на работе. Да? И этот человек рядышком. И когда у тебя есть что-то накопившееся, гораздо легче вот это слить здесь. Да? Знаете, эту байку, когда муж пришел с работы, там его чехвостил начальник, он пришел, наорал на свою жену, жена наорала на ребенка, ребенок наорал на собаку, а собака укусила почтальона. Да. Ну, наверняка вы какие-то выводы для себя сделали, изучая всю эту литературу, исследуя. Какой вот вывод основной сделали вы для себя? Как избежать конфликтов в семье? Это очень сложно, конечно, ответить одним предложением. На самом деле наши бабушки имели этот рецепт, они говорили, что главное условие жизни семьи – это уважение к партнеру. Уважение к партнеру, уважение к ребенку, уважение к любому человеку, который в поле семьи есть. Если это уважение культивируется в семье, то ребенок научается. Есть еще аспект научения, да? То есть социальное научение начинается в микросоциуме, микросоциум первичная семья. Да? Если мы там научились уважать своих родителей, уважать бабушек и дедушек, многопоколенная семья тоже очень важная штука, то в принципе мы выходим в общество людьми уважающими. То есть то, о чем вы сейчас говорите, это какие-то основы, я не знаю, основы, не основы, но какие-то элементы, возможно, этнопедагогики какой-то? Есть ли такое понятие вообще у нас у гагаузов? Тенisi söyleyesiniz Gagauza ailesinde da anayı babayı tanıma, dядю мани sayma, onların lafını işitme, inkar olmama, hatır gütme. Ama bu siliniyor. Вы знаете, на самом деле это аспект восточной культуры, если честно, да, вот это вот внутрисемейное уважение, это аспект восточной культуры. Но сегодня и она где-то нивелируется, перемешивается с европейской культурой, и мы более разобщены. На самом деле разобщенность очень часто стимулирует некоторые аспекты агрессии, и в семье тоже. Хорошо, давайте посмотрим на агрессию в обществе, да, то есть это не вот этот микросоциум, семья, а в обществе. Вот почему появляется
желание выплеснуть свою агрессию на людей. Но это может быть и у педагога на детей, это может быть, вот пример, в семье, там, глава семьи на супругу, супруга дальше на детей. Ну, то есть, почему агрессии в последнее время очень много в нашем обществе? То есть, наверное, были такие времена, когда в семье это имело место быть, но в обществе мы все знали, что есть какие-то правила приличия, но невозможно ругаться, скажем, там, я уж не говорю матом, но невозможно просто так кого-то оскорбить и унизить, потому что это не делает тебе чести как культурному, образованному человеку. Что случилось и почему агрессия заняла вот такое очень как твердое место в нашей жизни? Очень легко можно оскорбить, унизить. Вы знаете, очень многие ученые, если посмотрите литературу, говорят, что агрессия – это социальное явление. На самом деле человек становится более агрессивным, чем больше уплотняется его социум. Есть еще множество факторов, но один из факторов – это тиражирование агрессии, это средства массовой информации. Как это выражается сейчас вот в нашем обществе, тиражирование очень просто. Агрессии? Дело в том, что я вам говорила уже о научении, да? Есть такая теория Бандуры, которая говорит о том, что насилию или агрессии мы научаемся. Научаемся в семье, мы этот аспект уже обсудили. Мы научаемся этому через средства массовой информации. То есть, когда в средствах массовой информации транслируют о том, что, скажу про преступление, да, вот человек повесился, да, второй человек повесился, третий человек повесился. На самом деле есть исследования, которые говорят о том, что это стимулирует похожие действия в социуме. Так, у нас очень много таких новостей, практически которые... у нас новости 90% отражают именно такие события. И они самые просматриваемые. То есть больше всего... Вы же знаете почему. Ну, скажите вы, почему они самые просматриваемые? Дело в том, что моя специализация – это социальная психология, и она очень много исследует эти процессы и явления. Если средства массовой информации транслируют что-то соленое, да, что-то такое остренькое, то это смотрят. То есть люди нуждаются, вот те, которые скучают, кстати, взрослеют, продолжают скучать, и они хотят смотреть что-то такое, чтобы пощекотало их нервы. И спрос порождает предложение, в принципе. Это взаимозависимые вещи, да, и средства массовой информации рассказывают нам об этом. Буквально на днях на кафедре коллега мне рассказывала, что говорила с работницей скорой помощи, она говорила, что вот суицидов гораздо больше, чем пишут в средствах массовой информации. Я сказала, слава Богу, потому что средства массовой информации, транслирующие каждый день идею о том, что это можно сделать, кого-то поддерживают в этой мысли. Смотрите, 21 век. Мне казалось, что вот эти вот современные технологии и все это остальное должно уменьшать агрессию, которая существует в обществе. Но как, на ваш взгляд, возможность использования современных технологий подействовала на эту сферу? Агрессии стало больше, агрессии стало меньше. Я тоже этим интересовалась, про больше-меньше. На самом деле говорят, что наши предки были агрессивнее физически, наша агрессия уходит в вербалику. То есть, смотрите, если... И выражается как? Если мы уходим со своей агрессией, где можно легче ее проявлять? То есть не лицом к лицу? Конечно, в социальных сетях. Чтобы лицом к лицу, надо быть очень смелыми. Вы знаете, что раньше воевали воины, они были сильные, смелые и шли на бой. Но говорят, да, есть такие исследования, на самом деле американские, которые говорят о том, что раньше физической агрессии было больше. Есть какие-то способы это посчитать. Но очевидно, что сегодня агрессия уходит в сети. Да. Там мы очень часто можем обезлично проявлять свою агрессию, вербальную, да, то есть выгружать свой гнев туда и при этом не ответить. С нами никто не поспорит, да, если мы туда выгружаем свой гнев. Не, еще и спорят. Появилось такое поле. Вот, появилось поле, где... Это хорошо или плохо? Хочу сказать, что и хорошо, и плохо одновременно. Я думаю, что сложно это давать плохо. этому оценку. А хорошо в чем? Хорошо, что люди имеют шансы выгрузить эту агрессию. Вообще психологи говорят, что растет крайне малоагрессивное поколение вот вживую. То есть молодежь очень пассивна, потому что она имеет шансы проявлять активность в сетях.
То есть Реальная. она активна в сетях, и она пассивна в жизни. Да. Это такой двойной стандарт. Это реальность. Это реальность. Что может такая молодежь дать обществу? Ну, смотрите, это мы говорим про общую массу, да? Мы говорим, что в этой общей массе тоже есть разные люди. Кому-то, правда, из этих молодых людей нравятся животные. И они, может, опять-таки, через сети придут к идее заниматься животноводством. А вот какой вопрос возник сейчас, слушая вас? Социальные сети стали местом, где человек может выгрузить свою агрессию, скажем, да? А если это еще и не под своим, ну, не его профиль настоящий, да, а там какой-то сторонний профиль завел себе для того, чтобы делать это еще острее, еще больнее, еще, я вот недавно просто, я, конечно, не буду называть имен и фамилий, но избранное лицо, это председатель совета одного из городов, пишет крайне неприятную, крайне унизительную в отношении другого человека, тоже жителя того же населенного пункта. И, конечно, весь тот, я не знаю, социум этого городка начинает тоже как-то это комментировать. И вот ты читаешь эту цепочку, и ты понимаешь, что это невозможно, может это перерасти в какие-то выяснения отношений потом на уровне физических встреч и еще что-то. То есть для чего это делается, и как мы можем это, и как можно это остановить? Ведь это дурной пример, и таких дурных примеров очень много. Лена Федоровна говорит, что лицом к лицу, наверное, человек такое не сказал бы. Да. Да. Я вам хочу сказать, что это чаще всего в живом общении не перерастает в дальнейшую дискуссию. То есть дискуссия оттуда сюда чаще не перерастает. То есть она остается в социальных сетях. Да, и то, что вы описываете, на самом деле, опять-таки объяснимо. Дело в том, что агрессия вот по поводу свой-чужой сегодня достаточно актуальна по разным поводам. По половым, по политическим, по социальным, по уровню жизни. То есть, в принципе, люди, группируясь, начинают вражду в социальных сетях. По сетях. политическим понятно, группируясь сторонниками одной партии, другой партии, одного лидера, другого лидера. Да, По разным другим принципам тоже можно группироваться, абсолютно по-разному. По взглядам, вы зайдите в любое обсуждение, там абсолютно безобидная вещь может вызвать дискуссию в обсуждениях. И она может давно уже не касаться того, о чем была эта вещь, просто люди зашли туда и о чем-то решили спорить. Кто-то считает, что черный чай лучше зеленого. Я сейчас абстрактные вещи говорю, да? И вот даже в этом может схлестнуться какая-то схватка, прям жестокая. Потому что там человек может почувствовать себя... Ну, представляете, что такое в сети? В сети ты можешь почувствовать себя героем. Ты можешь почувствовать себя очень сильным, таким влиятельным человеком. Жизни, да? Ты это, допустим, не можешь реализовать, да, в реальной жизни своей, а там ты такой, ты крутой. У меня возникает другой вопрос. Хорошо, мы смотрим сейчас с позиции человека, который выгрузил свои эмоции. Но я хочу поставить нас в ситуацию человека, на которого выгрузили вот эти вот эмоции. Что чувствует он и как он должен жить вот с этим? Знаете, я иногда работаю с детьми, которые испытывают сложности в школьной среде, то есть чувствуют ее агрессивной. И я им часто объясняю одну простую вещь. Дело в том, что человек гневающийся. Кстати, есть еще один такой фактор, что агрессию и гнев очень часто проявляет человек обиженный, человек, испытавший от кого-то, ну, помните ту цепочку, испытавший от кого-то какие-то удары, да, испытавший удары судьбы, то есть он где-то в чем-то ущемлен, да. Такое понимание очень сильно смягчает его агрессию. То есть, когда ты на него смотришь и понимаешь, что, ну, мне жаль его, он сейчас, наверное, очень усталый, или он очень раздражен, или же кто-то его очень сильно обидел. Это надо быть очень эмпатичным, да? А дело в том, что только это дает шансы человеку сохранять здоровье в нашем непростом социуме. Если мы будем каждый раз реагировать остро, есть еще один рецепт: не читать комментарии.
Не хороший писать и рецепт. не читать. Не писать, я Всё-таки- не делаю ни то, ни другое чаще всего. Иногда, если меня что-то увлечет, я туда залазю, но я понимаю, что это помойка на самом деле. Чаще всего комментарии сбрасывают все, что плохо лежит, понимаете? Но, Людмила Юрьевна, все-таки человек прочитал эти комментарии. Как ему сохранять душевное спокойствие? Как? Рецепт. Ну вот На назвали самом- его там конкретный пример мешок Г. Я не произношу Слушайте. дальше, но человек должностное лицо, он должен с этим как-то там дальше. Да, как? Слушайте, но мы же жить. должны понимать, кто мы есть такие. На самом деле здесь вопрос самоидентификации. Да. Кто я есть такой на самом деле? Я не мешок И Г. есть Подумает тот человек и пойдет опять-таки, на работу. Есть целый круг людей, которые считают иначе. Мы же живем в обществе, когда мнение стало возможным. Вот его плоды. То есть разные мнения имеют право быть, они вылазят в Но мы общее говорим не социальное просто о пространство. мнениях. Если вы хотите, Людмила Юрьевна, сейчас сказать о том, что мы живем в обществе, где разные мнения могут быть, мы сейчас говорим о свободе слова. Да, окей. Но у свободы слова тоже есть свои ограничения. Границы, и бесспорно. они, безусловно, не должны выходить за территорию образованного культурного человека, который не нарушает права другого человека. То есть мое право на свободу слова не должно нарушать право другого человека, не быть ущемленным, не быть оскорбленным, не быть... Правильно или нет? Соглашаюсь. Вот, и что делать с этим, когда... Вот мы про эти случаи говорим, когда человек переходит эти границы. Ну, значит, у нас правовое поле еще не так совершенно, чтобы... Вы знаете, что люди чаще всего сдерживаются тогда, когда знают, что есть норма закона, И что можно понести наказание. Да, что можно понести наказание. Когда человек понимает, что останется безнаказанным, когда он понимает, что вы говорите о культурном уровне, значит, нельзя говорить о культурном уровне в таком случае, понимаете? Ну, да, так То есть выходит. не любой образованный человек и не любой человек, занимающий должность, обременен определенным уровнем культуры, да, и определенными ценностями, нормами, духовностью и многими другими вещами, которые делают нас людьми. А если так случилось, то мы понимаем уровень его развития, да, мы понимаем, что он может, да. То есть это То есть вы опять-таки для нас советуете повод. не реагировать, если вы... Да вообще, а зачем? Вообще это для нас повод еще раз понять, кто есть кто, да. Подведем итог. То есть социальные сети и комментарии в социальных сетях, по мнению Людмилы Юрьевны, это помойка, в которую хочешь — входи, не хочешь — не входи. Да. Поставим здесь точку на этом, потому что мы дальше продолжим нашей рубрикой «Люди говорят что?». 7 коротких вопросов, на них мы попросим вас, Людмила Юрьевна, 7 коротких ответов. И, безусловно, друзья, подписывайтесь на наш канал, это для тех, кто еще не подписан. Порекомендуйте своим друзьям, если вы считаете, что наши дискуссии полезны и интересны. И, безусловно, ставьте лайки, это нам помогает. Оставайтесь с нами, продолжаем наша рубрика. Люди говорят, что... Люди говорят, что не видят перспективы, поэтому постоянно живут в стрессе. Вопрос отсутствия осознанности. Вообще, вы знаете, если говорить о христианстве, христианство тоже предполагает жить здесь и сейчас, этим днем наслаждаться, радоваться. Если мы этому научаемся, то мы живем счастливо. Люди говорят, что боятся высказывать свое мнение, так как общество стало очень агрессивным. Нам всем очень важно учиться высказывать качественные мнения за тем, чтобы наше общество снижало уровень агрессивности. Люди говорят, что их голос ничего не решает. Вы знаете, очень важно, чтобы люди осознавали, что их голос имеет значение в микросоциуме, а потом идет дальше. Мезосоциум, макросоциум. Важно научиться качественно и хорошо говорить в микросоциуме. Люди говорят, что очень сложно чувствовать себя в безопасности. На самом деле цивилизованный мир, и мы достаточно обезопасены, да, так можно сказать. В принципе, иногда социальные сети делают нашу жизнь очень страшной. Реальная жизнь не так страшна. Очень это интересно. нравится. Да. Люди говорят, что бедность мешает радоваться жизни. Мешают радоваться жизни предрассудки и наши стереотипы. Люди говорят, что не верят никому и не видят лучшее в завтрашнем дне. Знаете, очень важно поверить себе и понять, что я
сегодня могу сделать что-то полезное для себя самого, для своего окружения, а потом уже, конечно, жить для кого-то еще. Спасибо. Ну и продолжаем. Во второй части дискуссии мы, конечно, хотим говорить, продолжить, вернее, говорить о жизни, проблемах и стрессах. Что скажете о такой последовательности слов для жизни человека в современном мире? Жизнь, проблемы, стрессы. На самом деле, хочу сказать, что 21 век пришел к нам с разными сюрпризами. Интернет – это самый маленький сюрприз, который есть в 21 веке. Вы знаете, тут стали появляться разные такие вещи, которые вводят человека в жуткий стресс. Само напряжение жизни, ее динамика, интенсивность, социальная скученность. Мир стал называться ВУКА, если вы слышали такую аббревиатуру. Это мир непредсказуемости, мир, в котором очень сложно планировать, мир, в котором очень сложно предугадать, что будет завтра. То есть в те времена, мы жили еще в те времена, когда можно было планировать на 5. Сегодня говорят, что планировать надолго невозможно. И, конечно же, стресс – прямой результат того, что мы живем в очень динамичном мире. А вообще, если он перерастает в хронический стресс, как с ним бороться? Что это Давайте такое? сперва все-таки поймем, что именно нас стрессирует. Стрессирует то, что мы не можем планировать на долгое время, да? Но, в принципе, Но стрессирует ситуация в стране, были очень хорошие стрессирует ситуация в вопросы семье. по поводу того, что если... Последний вопрос был очень интересный. Последний вопрос из «Люди говорят», Да, что? да. Да, Что а не люди верят говорят, никому. что не верят никому и не видят лучшее в завтрашнем дне. Лучше в завтрашнем дне, а в сегодняшнем. Вот смотрите, современный мир так устроен, что человеку очень важно научиться, чтобы не попасть в тот стресс, о котором вы говорите, хронический, да, очень важно понимать, что у него есть жизнь здесь и сейчас. Человек – существо, которое из всех млекопитающих наделено способностью вспоминать прошлое и думать о будущем. Но у нас есть точка, в которой мы находимся. Эта точка называется «здесь и сейчас», в которой я могу думать, действовать, совершать и планировать, а также я могу анализировать. Я очень часто, когда работаю с людьми, привожу их на линию времени. Линия времени – это наша реальность, да, мы должны понять, что я стою вот здесь сегодня. И сегодня у меня есть день, и в сегодняшнем дне я могу что-то сделать. Я могу что-то сделать для себя, для своей семьи. Начинаем всегда с точки «я», да, потому что это главная точка. Потому что пока я не пойму, кто я, то мне будет кто-то рассказывать, кто я есть. Опять-таки у вас были такие вопросы. Вот это осознание, кто я, вы знаете, подростковый возраст – это возраст самоидентификации. Там человек начинает думать о том, кто я. Мы сегодня не хотим практически о политике, но без этого невозможно. Вот когда вы говорили о том, что люди не должны думать, должны думать сегодня, сейчас, здесь, сейчас я, и что я могу делать, и чему я могу радоваться сегодня, да? Но очень и стресс, как отражается на человеке. Но люди старшего возраста, да, выше среднего, старшего возраста, зрелого возраста очень, они сегодня беспокоятся о том, что жизнь, политическая жизнь в стране такая, что дети, внуки, правнуки будут рассчитываться за те кредиты, которые берет какая-то, неважно, сегодняшняя власть, вчерашняя или послезавтрашняя власть, какая бы она ни была в нашей стране. Это людей вгоняет в стресс. Дети, правнуки будут... И вот это стресс конкретный сегодняшнего дня. Ну, природа стресса. Откуда он взялся? Он взялся из средств массовой информации. Смотрите, когда человек живет в нашем социуме, какая у него утром задача? Если он живет в селе, у него есть хозяйство, надо за хозяйством посмотреть, нужно встать, нужно заняться завтраком элементарно, да? Смотрите, то, о чем вы говорите, это перспективы какие-то, да, какая-то вот такая вот шире, чем мезозадача, да? Мы иногда на них отвлекаемся очень сильно, и мы забываем о том, что у нас есть реальность, вот она, да, и поэтому у нас появляются проблемы в отношениях, поэтому у нас появляются проблемы на работе, в той же самой школе, да, то есть мы видим что-то глобальное, а за этим глобальным мы теряем вот реальное,
сегодня, здесь и сейчас нужно выполнять какие-то реальные вещи. А это правильно будет, если люди будут отвлекаться от того, вот чем живет страна, и замыкаться только в тех проблемах, которые вот рядышком с ним происходят, и вот только на этом фокусировать свое мнение. Это правильно? Я про другое. Я говорю о том, что вот отсюда туда, да? Когда совсем здесь разобрался, то потихонечку вот... Здоровыми шагами идешь, понимаешь, что Да, дальше смотрите, делать. на самом деле я не могу помочь никому другому, если я не в порядке. Мгм. Это очень просто, правда? Это про самолетное правило, да? Мать не может помочь своему ребенку, если не подышит. Точно так же с любым человеком в этом мире. Он не может быть полезен окружающим, решать какие-то большие проблемы внутри села или там государственные какие-то. Если он не помог себе на уровне микро, да, вот здесь, не разобрал какие-то серьезные вещи, не сделал как надо, не положил. Как мы себя чувствуем на работе, когда дома все хорошо? Чувствуем себя отлично, Вы когда знаете, дома у все меня хорошо. вот такой вот вопрос возникает. Раньше те проблемы, которые решались в семье, они были связаны с самой семьей, с взаимоотношениями. Мне кажется, что новым явлением 21 века стало то, что и в самой семье, внутри семьи могут быть разные взгляды на какие-то ситуации политические, которые происходят в стране. Да. И возникает конфликт между мужем и женой, между родителями и детьми. родителями, Потому что они предпочитают разные партии поддерживать. Да. скажем. И как избежать конфликта в этом случае? То есть вопрос с политическим аспектом. А когда в одной семье, особенно это оголилось, да, Елена Федоровна, хороший вопрос, особенно это оголилось еще и тогда, когда, упаси Господи, вообще весь мир от такого явления, как война, но это совсем рядом с нами. Да. И одни поддерживают, другие не поддерживают, одни поддерживают одну сторону, другие другую сторону. Ну и из-за этого семьи, в семьях разлады, род целый между собой не разговаривают, братья, сестры, племянники. Родственники, которые живут в разных странах. То есть, Я знаю, что но это это такое, реально что это проблему. Я с ней сталкивалась не раз, и каждый раз говорю о том, что у меня сестра живет в Украине. Но мы с ней не обсуждаем тактику, стратегию ведения войны, потому что мне важна моя сестра, мне важно ее здоровье, мне важно ее самочувствие, мне важно, как она здесь и сейчас, сегодня. Мы с ней каждый день списываемся утром и вечером. Я спрашиваю, как у тебя, как у вас, все нормально? Вот, это главное для меня. В принципе, смотрите, в чем прикол, если так можно сказать. Никто из нас не может влиять на ведение ход, военных скажем. действий, вы понимаете, в чем дело? Но люди порой погружаются в обсуждение этого и ссорятся, рушат семейные связи, что ценнее всего, что держит нас в этом мире. Но люди, наверное, это делают не потому, что они хотят повлиять на ход. Это понятно, что никто из нас не может повлиять на ход, но выразить свою точку зрения, что я считаю агрессором вот эту сторону, а не вот эту, это же ведь нормальное право любого человека, любого гражданина, Бесспорно. который, а конфликты-то начинаются на этой почве. И если что вы не этим можете- людям необходимо об этом говорить, Но если человек говорит, наверное, ему необходимо об этом сказать. Наш мир не может быть из пассивных людей, которые все видят, все слушают и проходят мимо. Или же то, о чем спросила Елена Федоровна вас, что если интересоваться только о том, что в моей семье здесь и сейчас и нигде больше, но мы рискуем скатиться куда-то туда, куда ни одной семье не покажется жизнь счастливой. тогда я вам Разве нет? расскажу, откуда берется хронический стресс. Давайте, мы к нему подошли. Смотрите, на самом деле, если я пытаюсь решить какую-то проблему, которая не является зоной моего контроля, что является зоной моего контроля? Моя семья, мои какие-то действия, да, моя работа. Если я хочу контролировать что-либо, и в это я вкладываю эмоцию, в это я вкладываю энергию. Вы знаете, как происходят иногда эти споры. Нет, тот агрессор, нет, тот агрессор. Что делают люди? Люди эмоционально Эмоционируют. вкладываются в это, да. Вот здесь возникает хронический стресс. Дело в том, что стресс предполагает действие. Когда я здесь не могу решить, а вкладываюсь только эмоционально, то это только разрушает меня, Да. вместо того, чтобы делало меня сильнее. Вот Как раз очень такое- красивое высказывание, да? у нас Любую проблему сначала освободи от эмоций. Насколько действенна эта мысль?
Речь любую идет проблему речь идет о эмоций. прагматизме, речь идет о том, вот, что когда это не в зоне моего контроля, я не могу здесь осуществить действие, да? Я не могу пойти и разъединить, я не могу обезопасить, не могу. Если я здесь вложил много эмоций, я потратился, я уже воевал почти. Ну да, воевал. В А комментариях. результата ноль, результата ноль. Никто от этого не выиграл. Поэтому люди должны думать, где тратить свои эмоции, да? Если хочется тратить эмоции в общении с спортзал близкими, надо то пойти. важно рассказать о любви своей к ним, Чтоб да? силы физические Важно потратить. рассказать о признательности, о том, как они им необходимы вообще. А смотрите, мы живем в такое время, когда очевидно, абсолютно, об этом говорят очень многие взрослые, да и дети подтверждают, что они редко общаются с родителями, родители их не понимают, взрослые, в свою очередь, не понимают своих детей, они не могут их отвлечь от телефона, мы об этом уже говорили, но и получается, что вот эта среда в семье, нет вот этого скрепленной этой ячейки, которые друг о дружке думают. Вот вы приводите пример, я с сестрой переписываюсь, потому что вы знаете, что в какой ситуации сегодня проживает Украина, и когда там идет война, и там находится родной вам человек, вы нуждаетесь в том, чтобы узнать, все ли у нее хорошо. Вот это нуждаться в том, чтобы в семье знать, все ли хорошо друг о друге, и знать вообще все друг о друге, это нормальное явление для семьи? Необходимое. Необходимое. И вот мой вопрос сейчас, такой мостик хочу провести, перевести нас с вами, насколько это для вас возможно, частная консультация как психолога, которую вы даете людям, с какими проблемами, если мы говорим о проблемах в семьях, приходят к вам люди? И что там есть? Именно с теми. На самом деле, самое большое желание человека в мире, чтобы его понимали. Любого человека, маленького, Самая большого. большая проблема людей в том, что им очень сложно достичь взаимопонимания. А это аспекты коммуникации. Где этому учить? В школе. В школе. То, о чем мы с вами говорили чуть раньше, да, в школе и дома. Да? И в школе, и дома. Это места, где мы взаимодействуем с живыми, реальными людьми. В школу люди приходят к сверстникам. Вы говорите, что у родителей порой нет взаимопонимания со своими детьми. Так было всегда, вы знаете, что да. Еще Сократ писал о том, что эта молодежь какая-то вот вообще такая необузданная. Так было всегда, и молодежь всегда, молодежи кажется, что они другие, что они должны как-то иначе жить, развиваться. Родители их не понимают. Да. Да. А вот в школе есть среда сверстников. Сверстники – это те люди, в которых мы более всего нуждаемся. Мы обычно строим дружеские связи в среде своих сверстников. Да, я слушаю вас, и у меня возникает очень такой вот, уже четко вырисовывается такой взгляд на вещи, что вообще психолог должен присутствовать уже в детском саду, который в каждом учебном заведении, в детском учебном заведении, который должен помогать разбираться в таких вопросах, потому что жизнь подкидывает нам очень много новых явлений, которым педагоги, которые прошли свое обучение, допустим, лет 10, 15, 20 лет назад, они не готовы. Например, я сегодня получила очень интересный такой вот взгляд на то, почему дети в школе чувствуют себя, они в коллективе, но они одни. Потому что с детства они не умеют, не живут, не общаются друг с другом так, как общались мы, будучи детьми на улице. Я сегодня замечаю, что дети в классе на уроке, каждый сам по себе. Вот у них у каждого ребенка свой мир. Поэтому мне кажется, что одним из решений вот этих вот проблем, которые существуют в обществе, являются вот такие вот дискуссии с психологом на родительских собраниях, где-то с детьми почаще вести беседы, которые помогали бы разбираться и совсем другими глазами смотреть на то, что происходит вокруг. Но есть сегодня то, что есть. И я все-таки чуть-чуть затрону политические какие-то аспекты, простите, но потому что в жизни все это взаимосвязано. Допустим, в социальных сетях обычно пишут люди, которые прочитали какой-то комментарий, но иногда такие комментарии, и даже не комментарии, какие-то статьи в своих, допустим, на своих сайтах выставляют такие организации, как ГРТ, общественные организации. Да? И вот если общественная организация, вернее... Это публичное учреждение. Да, публичное учреждение пишет о том, что, допустим, недавно совершил визит в Камрад горе-министр,
А президент добиралась чуть ли не козьими тропами в один из населенных пунктов в автономии. Как на такие вещи реагировать простому жителю этого региона, этой страны? Который знает, что на Допустимы его ли налоги эти содержится это телевидение. Допустимы ли такие вещи? Вы знаете, я не видела эту публикацию, но хочу сказать, что это тоже похоже на желание привлечь больше внимания к этой информации. Знаете, не буду даже влазить в содержание, но сама подача – это такой вот способ привлечь, сделать канал привлекательнее, пусть его больше читают, зная потребности, опять-таки. Но какие-то моральные устои рушатся. Слушайте, ну они рушатся давно, они рушатся по полной, рушатся не только у нас, понимаете? Мы когда-то зашли в вопрос свобод, и мы увлеклись, все человечество, кстати. А что И делать? сейчас все говорят о том, что опять нужно как-то возвращаться, наши бабушки и земле. дедушки говорят к Сталину, да, такое высказывание Ну, есть. То упаси есть Господи. люди чувствуют необходимость какой-то упорядоченности. На самом деле упорядоченность в человеческой среде, с тех пор, как у нас появился организованный социум и государство, идет через законодательство. Важно, чтобы люди понимали, что можно, а что нельзя. На самом деле в интернете сейчас масса проблем. Наверное, мы находимся вот на этом перепутье, когда должны появляться какие-то нормы. Нормирование приведет к тому, что если ты хочешь оставаться в этом публичном пространстве, Это то твой ты выбор. будешь думать. Вы знаете, я тоже хочу обратить внимание, у меня только в Фейсбуке я иногда вижу абсолютно истерическое поведение некоторых так называемых журналистов. Меня пугает. Они Что позиционируют именно? себя. Они позиционируют себя журналистами, а ведут себя вот истерично. Даже публикации делают истеричные. Их обидели, есть где-то в публикации такие. Меня удивляет. Журналист должен быть чуть более зрелым, да, и мы сегодня с вами обсудили, что где-то сам должен себя обезопасить. Но главное, чтобы не было оскорбления, унижения чести и достоинства другого человека. Но вы истеричностью называете что? Истеричностью называю какие-то стенания такие. Ой, что-то там такое случилось, что-то произошло. То есть не хочу вообще вдаваться в конкретные вещи. То есть вы говорите о том, но что меня накручивание... это забавляет. Меня забавляет, но я понимаю, что это не очень качественно. Накручивание эмоций, Да. Да. Это то, чем СМИ, как вы говорите, на ваш взгляд, Зарабатывает. привлекает людей. Но да, Лена Федоровна тут говорит, опять же, есть кодекс журналистской этики, если мы говорим о журналистах, в котором все прописано. О свободах человека и о праве на свободное самовыражение тоже есть определенные правила, которые четко регламентируют ту границу, уже говорили об этом, да, которую не должен переходить ни один человек. Просто обижать, оскорблять, унижать и как можно грязнее об этом написать и эмоциональнее это выплеснуть становится нормой. Эти нормы, они идут в нарушение всего того, что называется нормальным человеческим сообществом, где люди должны дискутировать для того, чтобы отстоять свою точку зрения. Это точно так же, как на дуэли. Да? То есть ты предлагаешь... Вот в любой стране мира сегодня этот разговор будет правомерным, Да. потому что в любой стране мира Это имеет СМИ место порой быть. действуют так, и люди порой действуют так. То есть, ну смотрите, мы можем сказать, социологи говорят, что мы находимся, человечество находится в подростковом возрасте. Человечество. Человечество. Мы подростки. Все человечество Интересно. находится в подростковом возрасте, и с этим связано немножечко игривое поведение, но вы знаете, что оно иногда приводит к катастрофам. Ну, То есть все происходит рядом поэтому с нами. Катастрофа. пора взрослеть, и взрослеть это значит укреплять мораль, духовность, за тем, чтобы в конце концов прийти к какому-то качественному нормированию. А давайте о морали и Вы духовности. знаете, я хотела спросить, вот зачастую ты видишь, как политики используют другой инструмент – страх. Страх перед тем, что Молдова объединят с Румынией. Страх, что Молдова будет вовлечена в войну. Страх, что Молдова будет включена в состав НАТО. Зачем это нужно? Политикам понятно. Как на это реагировать? Как людям прочувствовать, что их пытаются
использовать при помощи таких инструментов. Ну, то есть очевидно, что эти нарративы придуманы для Да. привлечения внимания к себе. Ну, страх всегда хорошо Ну, то есть работает. страх Страх хорошо хорошая работает. манипуляция. Да, Ну, но вот здесь очень важен аспект критического мышления, Важности, да. который должен вырабатываться у человека в процессе жизни. как? Да? Вот человек живет, как ему вырабатывать? Это Живет простой себе в человек селе, живет, приходят да. к нему 2-3 года раз и говорят, мы Да. такие-то сделаем хорошо, но ты должен то-то, то-то, то-то. Ты подпиши. Нам Выйти нужна подпись, спеть. что ты против того, Выйти что давно сказать. прописано в Конституции. Но ты подпиши. Вот как человека научить? Мы говорим о критическом мышлении. Но сегодня человек, который живет в селе, он не будет заниматься тем, чтобы работать над развитием критического отношения к тому, что он слышит, видит. Но все-таки от этого зависит потом будущее Очень нашей много. страны. Как мы голосуем, кого мы приводим к власти, и как потом они строят нашу жизнь в нашей стране. Знаете, здесь очень важно сказать, что имеем то, что имеем. И те люди, которые живут в нашем окружении, они являются гражданами нашего государства. Те, которые есть. И знаете, я испытываю глубочайшее уважение к любому выбору людей. Хочу сказать, что политики с любой стороны, кто качественнее, простите, проманипулирует, тот и выиграет в итоге. Простите, Но это удручает. простите, То есть это удручает, Всё дело в но это манипуляциях. истина. Это истина. На самом деле целые науки работают на то, чтобы качественнее. С этим не поспоришь, Чтобы но- качественнее манипулировать людьми, чтобы А качественнее люди у нас в стране манипулировать. живут такие, какие живут. Вы знаете, у нас прекрасная страна. Любой человек, который в нашей стране живет, герой, молодец, потому что мы здесь, да, люди, которые есть в селах, они здесь, они пытаются что-то делать. Они верят. Мы не можем запретить им верить. Они верят так, как понимают, так, как чувствуют. Знаете, у меня всегда вот внутри такое ощущение, что я уважаю любое мнение человека, который вот в этой стране что-то высказывает. Он здесь. Он в меру своего образования, в меру своего развития может оценить ситуацию, может дать оценку какому-то политику. Простите, я вам скажу такой факт из социальной психологии исследования. Да, знаете, как выбирают в мире люди? Говорите, интересно. Кто симпатичнее. Кто Есть симпатичнее? очень большое исследование, да. То есть выборные должности люди выбирают, кто симпатичнее. симпатичнее? Да. Плюс там дальше еще много факторов, да, сказал убедительнее, да, как-то сумел какой-то что-то отразил так, чтобы. Но сначала вот кто так. симпатичнее. Да, да. Политики, берите это на заметку, кому Да. это интересно. Кто симпатичнее, тот больше. И мужчин, и привлечет к женщин себе. выбирают примерно одинаково. Да. К женщинам больше требований. Людмила Юрьевна, давайте дальше поведем разговор вот как раз о морали и духовности, но я чуточку хочу вернуть вас все-таки в тот мой вопрос, когда я хотела бы узнать, к вам на консультации приходят люди, и если это семья, то это чаще всего дети просят консультации, мужья, жены, то есть какого рода помощь нужна людям? Вы знаете, я работаю индивидуально, семьи редко приходят, но хочу вам сказать, что сегодня и мужчины, и женщины, которые ко мне приходят, часто приходят с вопросом, как сохранить семью. Очень сложная проблема на самом деле, но я считаю важным помогать людям в этом вопросе. Родители порой хотят понять, как им общаться со своими детьми, как наладить эти отношения. То есть, когда я начинала отвечать на этот вопрос, я сказала, что понимание одна из основных потребностей человека, живущего в этом мире. Он хочет получать понимание в микросоциуме. То есть, что такое брак на самом деле? Брак – это вот это партнерство, в которое приходит человек за тем, чтобы счастливо стареть. Ну да, как красиво и правильно, да. Я каждому, кто ко мне приходит, это говорю, да, если мы научимся… Еще раз скажите, пожалуйста, как он красиво звучит. Партнерство, семья, партнерство, в которое человек приходит, чтобы качественно стареть. Потому что если мы научились общаться со своим партнером в молодости, где-то притирались, где-то были сложности, где-то были ссоры, может быть, да, к зрелому возрасту научаемся понимать и ценим друг друга, ценим то, что делает партнер, можем восхищаться, да, можем принимать, то к старости у нас будет прекрасный собеседник. Понимаете, в чем Какие дело? хорошие перспективы. Мы все боимся старости,
Да, мы все за что-то воюем в течение всей своей жизни, но приходя к старости, если мы завоевали что-то в социуме, но не получили ничего в семье, то у нас проблемы, потому что мы остаемся с этим человеком наедине. И с возрастом социальная активность снижается значительно, да? А межличностные контакты не остаются актуальными. Так вот, о морали и о духовности, Да, если да, да. можно, Елена Федоровна. Вот, ну, не все же, я так думаю, а может быть, я ошибаюсь, но не все же способны принять такое решение, ну, те люди, которые имеют какие-то проблемы в семьях, допустим, да, и знают, что есть психолог, и вроде как можно к нему пойти, но есть у людей какой-то внутренний ступор, да, ну, как я пойду к психологу, к чужому человеку, буду рассказывать что-то там из моих семейных проблем, тайн. Наверное, это сложный процесс принять такое решение, пойти к психологу, но говоря о морали и о духовности, я хочу вот какой вопрос задать. Мы же все христиане православные, и вы в своей практике рекомендуете ли, и вообще молитва, просто молитва в храме, молитва как просьба о помощи, может быть своеобразным, я не знаю, там, лекарем, ну, может быть это однозначно для тех христиан, кто понимает и знает значение молитвы в храме, да, но какой-то такой рецепт, то есть если это еще не психолог, а это может быть храм, если нет готовности пойти и попросить помощи психолога разобраться в этих ситуациях. И вы вообще говорите о молитвах со своими клиентами? Бесспорно. На самом деле я психолог и я христианка, потому что я понимаю, насколько важно. Вы знаете, в любом учебнике психологии почитайте, что религиозность или вовлеченность в религиозную общину для человека это серьезный способ избежать хронического стресса. То есть человек понимает, что на все воля Божья, если он реально это понимает, и он реально То есть, если он христианин. Смотрите, у нас на самом деле в обществе есть несколько категорий людей, которые ходят в церковь даже, да, люди, которые выполняют автоматические ритуалы, все, вот четко, да, но в сердце Бога не пустили. Молитва на самом деле это такая психотерапевтическая вещь. Вы знаете, вот, что я не смогла сформулировать. Да, видите ли вы в этом молитву исследовали психотерапию? на ее психотерапевтические эффекты, и есть ряд молитв, которые ну, вот были исследованы, да, их семантическое содержание. На самом деле рабочий, я не хочу говорить инструмент, на самом деле рабочая вещь, которая из века в век нам передается. Да? А вот вы, в вашей практике было такое, что ну вот этот человек говорит, что нет, мне это не подходит, я пробовал. А я всегда спрашиваю, верующий ли вы человек. Кстати, я своего клиента всегда спрашиваю, верующий ли вы человек. И я знаю, каким путем можно пойти с ним. Потому что, вы знаете, когда-то очень давно, когда у меня была очень сложная ситуация, мне один мудрый священник предложил одну молитву от уныния. Я знаю, что сейчас могу предложить ее любому человеку, который унывает. Вы знаете, что уныние большой грех, и это путь в депрессию. То есть, на самом деле, христианство раскрывает очень многие законы того, как не войти в хронический стресс, как не войти в депрессию. Если мы знаем и то, и другое, то мы бываем счастливыми людьми. Я только одной короткой фразой: хорошие дни молитесь, плохие дни молитесь, каждый день молитесь. Вы Помочь знаете, может? В 2017 году Музей истории села Авдарма провел конкурс исследовательских работ, брали интервью пожилых людей, которые пережили годы голода. И вот во всех работах, которые были написаны детьми со слов пожилых людей, сквозила мысль, что мы просыпались и молились. Мы ложились спать, молились. У нас не было еды, у нас не было ничего, у нас была только молитва. Но, наверное, мы сейчас опять переживаем такие времена, что справиться со всем тем, что нас окружает, может помочь только молитва. Да, опять, и возможно. молитва тоже. А возвращаясь опять же к основным проблемам, которые ведут людей в обществе к агрессии, к насилию,
к вот этому бесконечному состоянию стрессовому, которое вредит человеку, в первую очередь ему самому, потом его семье, работе, ну и в целом обществе. Да? Вот сейчас какие такие рецепты могли бы быть очень правильными, ну, такими общие рецепты для людей, неважно каких возрастов, да, для того, чтобы состояние человека было крепкое, ну, психологическое состояние было крепкое. Что бы вы порекомендовали? Вы знаете, очень сложно давать такие общие рекомендации, но на самом деле осознанность – это важнейшая повестка современного человека в любой точке этого мира. И раскройте, что такое осознанность. Это значит жить, действовать, понимать, кто ты есть такой, понимать, что ты можешь. И если ты можешь мало, то учиться тому, чтобы смочь что-то делать больше, а не стенать, да, потому что любое действие всегда выводит нас из состояния оцепенения. На самом деле, любое такое замкнутое состояние оцепенения – это состояние, которое нефункционально, которое может нас привести в уныние, которое может привести нас в депрессию. Да? Действие, малые действия. Не нужно переворачивать мир, да? Не нужно наизнанку все в мире там перевернуть. Нужно делать действия в своей жизни, вот то, о чем я говорила. Да? Делать действия в своей жизни, научаясь все большему и большему. И тогда мы можем быть полезны гораздо большему количеству людей. Мы не можем быть полезны всему миру сразу, да? Мы можем быть полезны тем, кто рядом. Потом, если мы учитель, да, мы можем быть полезны своим ученикам в классе, а потом еще кому-то, да, а потом еще своим соседям, а потом еще кому-то. И вот, смотрите, как меняется мир. Смотрите, вот сейчас два педагога в студии, и слушая вас, вот такая мысль пришла. Стенание – это плохо, надо что-то делать, да? Да. Но вот вы в этой передаче, в этом выпуске буквально в начале сказали, что оплата труда учителей не такая уж и маленькая в нашей стране, да? Но конкретный пример, естественно, что мы не называем имен и прочее, но конкретный пример, когда мне 12-классник говорит о том, что так сложно в школе, так хочется поскорее закончить, я и спрашиваю, ну что сложного, предметы сложные? Да нет, не предметы сложные, а что? Ну вот приходят учителя, и мы понимаем, они пенсионеры, мы понимаем, наверное, некому заменить этих пенсионеров, учителей, ну понимаем, что они хорошие учителя, может быть, но вот когда урок начинается с того, что платят мало, это партии такие, платят плотно, ну это очень ужасно, 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 все ужасно. То есть вот это непонимание молодых людей, 12 класс, это сколько лет? 18, наверное, уже, да? 17-18, да? И вот эти стенания, как образец, ну, наверное, не все учителя, понятное дело, ну, бывает всегда, в любой системе есть какие-то проблемы. Ну вот одна из проблем вот это, что у нас-то в образовательной системе задействованы учителя больше старшего поколения, насколько я понимаю, средний возраст достаточно высокий. И дети это видят, вот эти стенания, и это становится какой-то такой, ну то есть что можно и что нужно делать там, для того, чтобы это исключение. не было. Я тоже хочу надеяться, что это исключение, Я думаю, что есть очень много оптимистов среди педагогов. Да. И они могут быть образцами для учеников, в принципе. Ну, сегодня образцов-то очень много, опять-таки, но такое стенание... Я часто работаю в педагогических средах и говорю, что такое стенание плохо для здоровья самого педагога. То есть, в первую очередь. Если это же раскраски, если мы раскрашиваем мир вокруг себя в темные тона, то нам становится очень тяжело жить. Ну тогда смотрите, темных тонов сейчас остановите любого гражданина, вам назовут очень много таких темных тонов. Да? У нас плохо работают государственные органы. Так скажет, практически, наверное... Электричество дорогое, газ дорогой. Ну да, можно продолжить. Да. Электричество дорогое, тарифы очень высокие, зарплаты низкие, пенсии низкие, жизнь не обустроена. И практически не заметят люди того, может быть, малого, но хорошего, о чем вы говорили, да? Заметить хорошее, зацепиться за это, ну и найти, чему порадоваться в этой жизни. Но вот превалирует же в ответе на вопрос, как живете, превалирует сначала вот это проблемный комок, негатив. А затем, почему так? Ведь есть же много чего нас может радовать. Вы знаете, совсем недавно мне один молодой человек говорит, вы знаете, это надо выехать за территорию Молдовы, чтобы понять, у нас так классно работает интернет. Надо выехать за территорию Молдовы, чтобы понять, у нас такие классные люди. Да и развитие сел, городов. Развитие сел, городов, да. Это надо выехать в какую-то там глубинку другой страны, чтобы понять, что наши села – это почти города.
на языке той страны. То есть Кристина Федоровна сводит свою мысль к тому, что мы перестали радоваться и тому хорошему, что есть в нашей жизни. Почему так произошло? Ну, есть, так, нас с окружает очень ощущениями, да. много хорошего, позитивного. Да, у нас есть нехорошие политики, у нас есть плохие программы, либо хорошие программы. У нас есть и хорошего, и плохого достаточно, скажем, да? Но это было всегда. Но не акцентируется внимание на хорошем и не цепляется человек за хороший. В чем здесь проблема? Знаете, я буквально недавно прочла одну очень интересную цитату, она про это. Там было сказано о том, что если на одной улице все дома примерно одинаковые, то люди живут относительно счастливо, но если в один момент на этой улице появится дворец, то появится конкуренция, Ой, агрессия. меня пугает такой пример. Но, увы, это так. Смотрите, на самом деле мир стал очень видный. То есть нам нужна Мы одинаковая видим, одежда, нам сравниваем. нужно все Нет, одинаковое. не про это уже было в Мы нашей истории, видим, кажется. сравниваем и начинаем Зависть, вы хотите стрессировать сказать? на этом фоне. Но смотрите, когда ко мне приходит человек, я всегда говорю о том, что, ну, если очень сильно негативен, говорю о том, что в этом мире нет ни плохого, ни хорошего. Нет. Нет, есть то, что мы видим. У нас фильтры, да, мы на свои очки надеваем фильтры, и что хотим, то и видим. Мы видим только то, что хотим. Вопрос в том, важно себе задать такой вопрос, что я хочу видеть в этом мире. Вы знаете, уже учеными доказано, физиологами, нейрофизиологами, медиками, что оптимисты живут дольше. Оптимист – это человек, который умудряется вокруг себя увидеть хорошее. Ну, это да. Он знает, какие фильтры на свои очки надеть, за тем, чтобы увидеть. Хорошего достаточно, вы сами сказали. Когда мы умеем видеть это хорошее, то мы здоровее, то мы счастливее, добрее. И смотрите, если говорить о христианстве, опять-таки, важно помнить, что это про любовь. Мы способны любить людей вокруг себя. Важно, чтобы и церковь это транслировала людям. Что, вы знаете, мне очень нравятся греческие христиане. Они очень любвеобильны. Они приходят в церковь с любовью, без страха. У нас немножечко и церковь трактует страха. Вот, то есть какое-то напряжение человек получает и там тоже. Если мы способны быть оптимистами на самом деле, важно помнить, что проживем дольше и качественнее. То есть это вот такое, это как просто все. Да, на самом деле все просто, но делать сложно. Ага, все просто, но делать сложно. То есть, смотрите, найди хорошие, и этого хорошего станет больше. Ты только найди капельку, горошинку, и, ну, да, учись видеть во всем, что тебя окружает, хорошее. Да, а найти, если смотришь и ищешь плохое, ты обязательно его найдешь. Обязательно. Говорят, если ищешь хорошее, найдешь и его. Вы знаете, наша передача, она в преддверии красивого праздника весеннего. И, наверное, нам стоит задать несколько вопросов, которые касаются женщины в гагаузском обществе. Вот наши историки, возьмем Степана Кругла, когда они описывали гагаузскую женщину, они писали о том, что женщина, она всегда на втором плане в семье. В семье главный мужчина, в семье главный человек, который может высказать свое мнение, и оно будет, так скажем, проходным, это мужчина. Женщина всегда должна оставаться в тени. Даже для того, чтобы выйти на улицу, было время такое, ей нужно просить разрешения у мужа. Даже в период Российской империи, пишет Степан Кругла, женщины не имели своих паспортов, их просто вписывали в паспорт мужа. Ну, прошло с тех пор больше 100 лет. Как изменилась роль женщины в гагаузском обществе сегодня, на ваш взгляд, на взгляд психолога? Ну, если бы у нас был патриархат, Лена Федоровна, нас не выбирали бы дважды башканами женщин. Ну да, ну вот об этом я хочу на это посмотреть с точки зрения психологии. Вы знаете, на самом деле, чтобы не делать гендерных различий, хочу сказать, что и мужчины, и женщины имеют право. Вот если говорить про семью, так как это моя специальность, да, современная семья – это партнерская семья. Нормальная партнерская семья – это очень хорошо отображается и на уровне государства. Нормальная партнерская семья – это тогда, когда люди умеют качественно делегировать, не навешивают никаких ярлыков и не говорят, ты делаешь только это и всегда, да, а умеют качественно делегировать в зависимости от ситуации, от момента жизни, да, от создающихся каких-то текущих условий. И вы знаете, я вам хочу сказать, что очень много молодых семей сейчас в Гагаузии такие.
Я много вижу в центре Камрата мужчин, которые гуляют с колясками, с детками, и они большие молодцы, потому что люди умеют делегировать. И женщины, и мужчины в современном нашем обществе умеют работать, зависимо от компетенции, да, могут работать. И здорово, когда они друг другу это позволяют делать. И не рвут на голове волосы за тем, чтобы доказать, кто больше имеет право, а кто меньше имеет. Вот на самом деле партнерские отношения хороши как для семьи, и как для развития женщины в семье, так и для общества, и для развития женщины в обществе, потому что в любых видах деятельности женщина способна себя проявлять. Но можно часто услышать, что ой, она женщина, за нее не проголосуют. Такое еще в нашем обществе можно услышать. Допустим, на должность примара, на должность там, депутата, можно еще услышать такую фразу, что... Ну, может быть, даже не потому, что за нее не проголосуют. Ну, что может женщина? Все-таки надо мужчину выбирать. Но опять же, здесь очень спорно, потому что, как мне кажется, гагаузское общество 2015 года четко наметило, что для обозначения своего выбора или для того, чтобы сделать свой выбор, человека мало интересует, это мужчина либо женщина, потому что... И хочу вам сказать, что Последняя более бабушка. цивилизованные социумы, чем наш, гораздо более гендерно жесткие. Гендерно жесткие? Да. Почему? Да. Потому что, вы знаете, есть такое понятие, что самые высокие ниши в этом мире все равно пока занимают мужчины. То есть туда женщин пускают мало и редко. Там, где очень большие деньги, и там, где очень большая власть. Почему? Смотрите. Потому что еще работает старое гендерное правило. Так, а в гагаузском обществе это... Дело в том, что, смотрите, мы достаточно провинциальны, и не хочу никого обидеть, но когда мужчины чувствуют, что уже у них не получается и бросают некоторые вещи, то женщины берутся. Потому что они знают, что надо делать, надо сделать, надо выдержать. И вот женщины, если вы замечали, вот в те времена совсем, когда сложные были в Гагаузии, во многие примарии в селах приходили Вы сейчас женщины. говорите о каких временах? После 90-х, да, вот когда было совсем тяжело, когда все разваливалось. В некоторые примарии, когда уже не хотели приходить мужчины, понимали, что тут искать нечего. Ага. Приходили женщины, которые брали и делали. Вот такой гимн, У женщины, смотрите, женщине сейчас у женщины создает, есть одна Людмила специфическая Ильина. способность, она терпеливее и дольше способна делать какую-то сложную, монотонную работу. Поэтому и педагогов стало женщин больше, на ваш взгляд? Это наш гендерный перекос. Ну тогда вопрос, коль вы опять же, это ваша как бы точка, ну, тема вашего исследования диссертационного, в том числе семья. Скажите тогда, кто больше, вы говорите, что вы работаете над тем, больше всего приходят люди, которые говорят о том, что они хотят спасать семью. Больше приходят женщины или мужчины? Я сейчас могу сказать, что и те, и другие. Вот когда-то, когда я начинала работать, приходили одни женщины. И пытались это даже скрывать от своих мужей. Сегодня приходят и женщины, и мужчины. Я вам хочу сказать, что те, кто приходит к психологу, это смелые люди. Ну вот, потому Да. я и задавала Смелые этот вопрос, люди, что... которые признают наличие проблемы. Обычно большое количество людей не признают наличие проблем, живут с ними просто и стенают. Может быть, раньше дело было не в том, что признают или не признают проблемы, просто пойти к психологу был какой-то барьер, существовал. Ну, я да, потому в обществе. задавала И вопрос сейчас есть. про молитву в храме. И сейчас что есть этот Туда барьер. проще пойти в храм, потому что если есть внутренний барьер, что к психологу пойти это сложно. Екатерина Федоровна, раскрыться многие другому человеку. священники могут выступать в этой же роли, в роли человека, который Абсолютно объединяет семью, потому что церковь признает семью первичной церковью, правда? Мы говорим сегодня о такой очень сложной теме, но простым языком. Тема на самом деле сложная. Агрессия в обществе может лишить наше общество очень многого, как мне кажется. Даже жизни эту землю может лишить. Да, агрессия, да, абсолютно. И почему мы взялись за эту тему, почему решили пригласить вас в нашу студию, мы попытались за это время, спасибо вам за ваши ответы, за ваши размышления, осуждения. Нам показалось, Лена Федоровна, на каком-то этапе, что очень важно говорить о том, что люди, надо остановиться. Вот агрессию невозможно тиражировать, точно так же, как невозможно тиражировать насилие. Точно так же, как невозможно тиражировать
такие вещи, которые могут через манипуляции, о которых вы говорили, привести людей и общество в целом к какой-то страшной, жуткой картине жизни. И, в общем-то, то, что сегодня есть в наших руках, это жить в свободной стране. Да, демократическая она или не демократическая, мы будем с вами принимать решения на выборах каждый раз, но мы все хотим свободно выражаться, мы все хотим жить свободно, передвигаться свободно, мы хотим уважения к себе, и в этом случае мы обязаны уважать и других. И, в общем-то, вот эта сложная тема агрессия, ну, дай Бог, чтобы как-то она не съела наше общество. Читая комментарии или следя за постами некоторых людей, а социальные сети — это очень такая штука, к которой привязались очень многие, причем люди старших возрастов в том числе, да, не только дети. И это опасно. У людей старшего возраста есть проблемы со здоровьем определенные, и это тоже как-то сказывается на них, на их состоянии, и люди не могут вот этот гаджет бросить. А вы сегодня сказали очень хорошие слова, мне кажется, здесь. Но, может быть, лучше относиться к этому как к помойке, не писать, не читать, и так будет легче. Но пусть кто-то, кто считает нужным для себя относиться к этому так, пусть так относится. Но мы обязаны что-то делать. Мы — это педагоги в школах, мы — это журналисты, мы — это люди, которые понимаем прекрасно, что тиражировать агрессию невозможно, никакой пользы абсолютно. Здоровью нашего общества нет. Не принесет. Вообще мы призываем к тому, чтобы каждый человек высказывал свое мнение. Это правильно, так и должно быть. Но за его собственным мнением должны быть аргументы, факты, никакой агрессии для того, чтобы таким же образом воспринимать то, что говорят тебе. Тогда общество, в котором мы живем, и которое мы строим, и в котором мы хотим, чтобы жили наши дети, будет здоровым. Вот если маленькая лепта нашего сегодняшнего выпуска, этой дискуссии пойдет на пользу вот именно в этом направлении, то наша задача этого маленького выпуска сегодня, можно сказать, что решена. Спасибо, Людмила Юрьевна, спасибо вам большое. Друзья, Людмила Ибришим была сегодня гостем нашей студии. Я хочу сказать, что фраза, я уверена, что она и вам понравилась: оптимисты живут дольше. В общем-то, эта мысль услышана, наверное, не впервые вами и нами, но мне кажется, она очень хорошо подходит к той ситуации, которую мы проживаем в нашей автономии, в нашей стране. Давайте смотреть оптимистичнее на все то, что происходит вокруг нас, и все-таки искать хорошее. Вот оно есть. Очень много хорошего в этой автономии, в этой стране. Нам есть чем дорожить. Давайте научимся дорожить друг другом. И тогда мы будем крепче и надежнее в стране, чувствовать будем себя объединенной семьей. Об объединенности говорила сегодня Людмила Ибришим. Нам это очень важно, этому государству. Спасибо большое еще раз. И до встречи, друзья. Следите за нашими новыми выпусками на Gagauz Media. Подписывайтесь на наш канал, и если вы еще не подписались, порекомендуйте своим друзьям, если эти выпуски вам нравятся. Ну и до встречи! Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.